Добры вечар, паважаныя тэлегледачы. Мы рады зноў сустрэцца з вамі. У эфіры праграма «Сабыція». У студыі для вас працуе Уладзіслаў Сцепановіч. Якія цікавыя падзеі адбыліся на Смаргоншчыне ў апошні час, мы вам зараз раскажам. Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь святкавалі на Смаргоншчыне. Дзіцячыя і моладзевыя аб'яднанні папоўніліся новымі членамі. У Сінькоўскай сярэдняй школе адкрыўся музей. Дзень аховы працы на Смаргонскім агрэгатным заводзе. А зараз аб усім гэтым падрабязней. Мои желания в познании, мои амбиции в обучении, мой выбор в изучении, мои стремления начинаются с книг. Канстытуцыя – найважнейшы атрыбут дзяржавы, сімвал годнасці і гонару. З'яўляючыся асноўным законам Беларусі, яна вызначае асновы дзяржаўнай улады і грамадскага жыцця, гарантуе правы і свабоды грамадзян, а таксама служыць важным фактарам для фарміравання нацыянальнай самабытнасці беларусаў. Паважаць і выконваць асноўны закон значыць паважаць сваю краіну, паважаць самога сябе. 13 сакавіка ў раённым цэнтры культуры адбылося ўрачыстае мерапрыемства «Галоўны закон краіны», прысвечанае Дню Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Напярэдадні вялікага свята людзі самых розных прафесій сабраліся ў актавым зале, каб разам адзначыць адно з самых галоўных свят нашай краіны. Урачыстасць пачалася з агульнага выканання дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Пасля да ўдзельнікаў і гасцей свята са словамі прывітання звярнуўся старшыня Смаргонскага раённага савета дэпутатаў Сергей Кудзенчук. Этот праздник всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, кто трудом и талантом вносит ежедневный вклад в процветание родной земли. Сегодня наша общая задача – хранить заложенные в ней ценности, бережно относиться к традициям и делать все возможное для развития и процветания родного края. Затым надышоў час лепшым вучням і актывістам Смаргоншчыны атрымаць найважлівейшы дакумент у іх жыцці – пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Сегодня у меня очень насыщенный день. Я вступила в БРСМ, а также сегодня я получаю паспорт, что является для меня очень почетно на сцене с такими же, как и я, умными детьми. Я участвую в различных конкурсах, принимаю активное участие в жизни школы, также участвую в олимпиадах по биологии, по белорусскому языку и занимаю по ним места. Я очень волнуюсь и переживаю, потому что я здесь не только один со своего класса, но и один со всей школы. И мне на глазах у всего района будут вручать паспорт. Паспорт – основной документ гражданина Республики Беларусь. Я горд носить имя гражданина Республики Беларусь. Гэты момант стаў важным этапам у жыцці маладых грамадзян, якія цяпер могуць ганарыцца сваёй прыналежнасцю да Рэспублікі Беларусь. Усе ўдзельнікі цырымоніі атрымалі не толькі дакумент, але і напамін пра адказнасць і гонар быць грамадзянамі сваёй краіны. Падчас імпрэзы неаднаразова падкрэслівалася, што Канстытуцыя – гэта не проста дакумент, а фундамент дзяржавы, які забяспечвае правы і свабоды грамадзян. Свята суправаджалася выступленнямі маладых талентаў і народных ансамбляў раёна і завяршылася феерычным флаг-шоу. Уважаемые плательщики налога на профессиональный доход, напоминаем, что не позднее 31 марта вы вправе доплатить взносы в Фонд социальной защиты населения для формирования страхового стажа. Информация о сумме доплаты отражается в личном кабинете застрахованного лица на корпоративном портале фонда, в мобильном приложении ФСЗН и в системе ЕРИП после 1 февраля. Планируйте свое пенсионное будущее уже сегодня.
13 марта, накануне Дня Конституции, в нашем городе прошла торжественная церемония пополнения детских и молодежных общественных объединений. Учащиеся школы сделали первый шаг во взрослую жизнь, пообещав быть достойными гражданами своей страны. В актовом зале школы номер 7 в этот день царила атмосфера праздника и волнения. С важным событием в жизни школьников поздравила начальник управления образования райисполкома Светлана Счастная. Самые юные патриоты, октябрята, дали обещание быть честными и справедливыми, приносить пользу семье и школе. Им прикрепили первые в жизни октябрьские звездочки. Пионерский галстук в этот день впервые надели 10 школьников. Вслед за активистом детской палаты Кириллом Радько они произнесли клятву на верность Родине и традициям Белорусской республиканской пионерской организации. Для тех, кто постарше, членство в БРСМ – это возможность участвовать в жизни страны. Первый секретарь райкома Союза молодежи Виктория Битель вручила новым активистам молодежные билеты. Я только что недавно вступил в БРСМ, буквально 2 минуты назад. И для меня это довольно очень интересный, немного волнующий день. Да, я был октябренком и пионером, не сильно участвовал, но планирую начать сильно участвовать как участник БРСМа. Мне это важно, потому что я хочу нести добро через свои поступки и достижения в БРСМ. Хочу внести свои идеи. Если поточнее, то мне всегда было интересно помогать людям. И всегда нравилось, получается, сказать спасибо за это. Хотел бы привести в жизнь идею, где отряд молодых людей могут убираться на дому у пожилых и нуждающихся. Преемственность поколений, заложенная в Конституции, стала главной темой дня. В этот день здесь можно было увидеть всю цепочку взросления гражданина. От Октябрьской звездочки до вступления в ряды ведущего объединения «Белая Русь». И всех их объединяет одно – искренняя любовь к своей родине и готовность строить ее будущее. В какой момент ты становишься отцом? Когда впервые взял малыша на руки, встретился взглядами, увидел первую улыбку, придумал игру только для вас двоих. Или намного раньше, когда с трепетом ждешь рождения своего ребенка и неловко и трогательно репетируешь отцовство. У панядзелак 16 сакавіка ў сінькоўскай школе адбылося сапраўднае свята адзінства. Тут, у сценах навучальнай установы, з'явілася месца, дзе перапляліся гісторыя беларускай вёскі, подзвіг салдат вялікай айчыннай і культура народаў, якія стагоддзямі жывуць побач на смаргонскай зямлі. Перад урачыстым адкрыццём музея з прамовай да прысутных звярнуліся намеснік старшыні райвыканкама Ігар Шчасны і начальнік управлення адукацыі Святлана Шчасная. Место здесь интересное, и, наверное, вправе, что вот этот музей, он как раз о национальности, потому что издревле здесь проживали, а потом сюда в силу разных обстоятельств подселили разные народы, и они мирно здесь жили. И, наверное, нам надо продолжить вот эту традицию мирной жизни людей с разными национальностями. Неважно, какой ты национальности, важно, какой ты человек. Ребята, когда у вас в школе есть музей, исторический, краеведческий, да? Потому что на уроках постигать науку и историю – это одно, правда? А прийти в музей, что-то потрогать, дополнительно почитать, узнать, запомнить, сфотографировать, с кем-то поделиться. То, что мы говорим, установить какой-то эмоциональный и тактильный контакт – это всегда дорогого стоит. Поэтому, естественно, мы очень рады, что наконец-то в Синьковской школе закончили ремонт и открывается, или обновляется, или заново открывается, уж не знаю, какое правильное слово применить, музей. Поэтому я надеюсь, что в первую очередь это делается для вас, дорогие мои, для вас. И надеюсь, что вы там будете частными гостями. Надеюсь, что у вас, Илья Игоревич, появятся экскурсоводы по этому музею разного возраста, которые смогут не только своих ребят познакомить с экспонатами, но и приглашать учащихся других школ. Потому что это всегда интересно ездить в гости друг к другу, узнавать что-то новое.
Музей сустракае гасцей з парога. Першая экспазіцыя рэха вёскі. Гэта стылізаваная сялянская хата з сапраўднай печкай, гліняным посудам і старымі ручнікамі. Але галоўнае, тут сярод беларускага побыту знайшлі месца і элементы жаночага татарскага нацыянальнага касцюма. Сімвал таго, што культура розных народаў на Сінькоўшчыне пераплецены непарыўна. Наступная зала – навальніца над краінай. Яна прысвечана 2 сусветным войнам. Асаблівае месца займае стэнд з партрэтамі ветэранаў, землякоў і матэрыялы расследавання фактаў генацыду беларускага народа. Гэта экспазіцыя нікога не пакіне абыякавым. Апошняя экспазіцыя «Свет сёння» складаецца з фотаздымкаў з фестываляў і сучасных свят, што праходзяць у розных куточках Смаргоншчыны. Гэта адначасова вынікі мінулага і позірку будучыню. Гэта тое, што неабходна, каб памятаць даўнейшае, шанаваць сучаснае і будаваць агульную будучыню разам. Перад намі стаяла вельмі адказная мэта, гэта перапрацаваць усю ідэю музея, то бок вынесці і занесці ўсё зноў ужо за сваім стілем, за сваімі асаблівасцямі, з новымі экспанатамі. Канешне, праца была зроблена вельмі вялікая, працавалі ўсе, і дапамагаў і сельскі выканаўчы камітэт, і дапамагаў наш КСУП-сенькі. Таксама вельмі быў уражаны тым, што водклік быў чутны і ад нашай праваслаўнай царквы, і ад манастыра ў Багушах вельмі дапамаглі, напрыклад, з экспанатамі па Першай сусветнай вайне. Увогуле праца была праведзена вельмі маштабная, якасная, таму вось як вынік мы сёння тут, у нашым новым перапрацаваным музеі, дзе ёсць месца для ўсіх. Мы выбралі ідэю адзінства нацыянальнасці, каб паказаць дзецям, што мы все розныя, але мы разам. Асабліва важнай нашай задачай было раскрыць і паказаць дзецям, як жылі побач з намі нашыя суседзі татары, якія у вёскі Даўбучкі, не так далёка ад Сінькоў, можна сказаць, праз вуліцу, чым яны дышалі, як жылі, якія ў іх былі абрады, у якім стане гэта ўсё зараз. Увогуле наш музей меў мэтай, каб кожны вучань, які прыйшоў сюды, ён прайшоў як па нітке часу праз усе гэтыя моманты, праз жыццё ў вёсцы, праз Першую і Другую сусветныя войны і дайшоў до сучаснасці. Менавіта ў сучаснасці мы планавалі, каб можна было праводзіць нейкія заняткі, нейкія кавалкі урока у музеі, экскурсіі скончваць менавіта там, каб любы чалавек, любы вучань, калі прыйшоў, ён прайшоў праз гэта ўсё, гістарычна натхніўся і прыйшоў да нейкай лагічнай высновы, што мы прайшлі разам цяжкі, дастаткова шмат у чым шлях і выйшлі на нашу сучаснасць, дзе няма вайны, дзе мы жывем у міры, дзе мы жывем разам у сяброўстве. Алиса, поставь мне следующий трек. Думаете? На вашем месте я бы оглянулась. Я могу ошибаться, но мне кажется, слева от вас идет поезд. Ту-туру. Этот трек может стать последним. На Сморгонском агрегатном заводе на прошлой неделе прошел областной день охраны труда. По сложившейся традиции, в этот день члены районной комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости посещают предприятия, где ранее происходили случаи производственного травматизма, чтобы еще раз обратить внимание работников и руководителей на важность соблюдения правил безопасности. Сегодня проходит единый день охраны труда. Профилактика производства травматизма, связанная с работой на высоте. Вы все знаете, что работа на высоте относится к опасным профессиям. Да? Она требует подготовки определенной, да, обучения, проверки знаний, экзаменов. То есть просто человеку работать без медосмотра, без подготовки на высоте невозможно. К сожалению, по информации за 2025 год, количество случаев, связанных с производством травматизмов, и самое трагичное, что некоторые случаи закончились смертельным исходом. Вот, это правильное направление, что нужно неоднократно и очередной раз говорить на предприятиях,
что соблюдение правил, соблюдение законодательства, наверное, это основа того, что чтобы не было проблем, человек пришел здоровый и домой ушел здоровый, а не пришел на работу и с работы он просто не вернулся. О работе по обеспечению безопасности труда на предприятии рассказал начальник отдела охраны труда Сморгонского агрегатного завода Роман Семенов. Он представил презентацию о системе охраны труда на заводе, мерах профилактики травматизма и требованиях безопасности. Также во время встречи участники обсудили один из случаев травматизма, произошедший на предприятии. Здесь на Сморгонском агрегатном заводе был случай производства травматизма, но вины нанимателя не установлено, то есть по неосторожности потерпевших. Мы данный случай сегодня рассмотрели, и, как я уже говорила, наверное, когда ты выполняешь свои должностные обязанности, свою работу, нужно на работе в первую очередь думать о работе. Просто когда, мы, наверное, все так знаем, да, что когда мы находимся на работе и думаем о каких-то домашних, может быть, проблемах, теряется наша бдительность. И при потере бдительности, конечно, могут происходить те неприятные случаи, которые бывают. То есть, в том числе и не тяжелые. Не тяжелая – это статистика, а для самого человека это тяжело, потому что это боль, это травма, это лечение. Поэтому я бы всем хотела пожелать, да, что самое главное – берегите себя, соблюдайте законодательство, берегите тот, кто с вами рядом находится. И вот мне очень понравилось, сейчас вот мы находимся в холле Сморгонского агрегатного завода, да, информация, зеркало, в которое ты смотришь, и там написано: это тот человек, который отвечает за себя по охране труда. С начала марта сотрудники Сморгонского РУВД проводят плановые мероприятия по обследованию сельхозхозяйственных предприятий района. Основная цель – мониторинг, предупреждение правонарушений в агропромышленном комплексе в период активной подготовки к весенне-плановым полевым работам. Сотрудниками РУВД уделяется приоритетное внимание техническому состоянию машинно-тракторного парка, готовности техники к эксплуатации, а также эффективности мер, принимаемых руководством хозяйства для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей. В предстоящие дни сохранится солнечная и умеренно теплая погода. Впрочем, по сравнению с предыдущим периодом чуть-чуть похолодает. В среду и четверг ожидается ясная, без осадков погода. Ветер переменчивый, слабый. В пятницу ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой дождь. Порывы ветров до 7 метров в секунду. По данным Белгидромеда.
На гэтым наш выпуск завершаны. Развітваемся з вамі ненадоўга, а толькі да гэтай пятніцы. Бывайце!